халык вәкиле авыл биләмәләре халык вәкилдәрен килем тураһындагы исәп бирүдән бушатырга тәкъдим итте. Депутат Госдумы от Башкирии предложил освободить сельских депутатов от сдачи отчета о доходах. Башкортстандан Дәүләт Думаһы халык вәкиле авыл биләмәләре халык вәкилдәрен килем тураһындагы исәп бирүдән бушатырга тәкъдим итте. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот». Сегодня вас приветствует Елена Черкова. Руслан Валиев, именинный, кстати говоря, с днем рождения, Руслан. Спасибо огромное. Давайте смски, друзья, там присылайте поздравительные. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом не именинный. +7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм, трансляции, как обычно, на Ютубе, на Фейсбуке. Так что смотрите, ставьте там всякие, что там надо ставить, колокольчики, знаки лайки. внимания. Да, вот, чтобы не терять наши эфиры. Мы, как обычно, читаем в первой части прессу, голосуем, слушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас в гостях вчера был наш коллега, обозреватель портала «Идель Реалии» из Татарстана, Ильнар Гарифуллин. Как обычно, такой немножко скандальный эфир, да, для некоторых, наверное. Реакция уже последовала. Да, во второй части программы у нас гость. Анонсируешь? Да, конечно. Давай. Поскольку у нас сейчас вообще Дни Татарстана в республике проходят, Кстати, да. Вот буквально несколько минут назад был открыт памятник Габдулле Тукаю возле театра Нур, уже в соцсетях много фотографий и видео оттуда. Соответственно, и эту тему мы продолжим во второй части программы с заместителем председателя Общественной палаты Республики Татарстан Муниром Гафиатуллиным. Поэтому вопросы касательно нашей дружбы, нашей конкуренции, вот этим лозунгом, да. И работы Общественной палаты, кстати, в Татарстане тоже. Вот да. очень интересно, Хотелось бы как сравнить. у них это все. Присылайте эти вопросы на +7 927 304 1051. Но это будет во второй части, а сейчас мы начнем обзор прессы. Начнешь? Да, давай. Да, у меня открыт материал, медиакурсеть, о том, как в Уфе директора фирмы обвинили в избиении сотрудника и похищении детей. О, Господи. Потерпевшие, бывший работник фирмы и жена руководителя компании, написали на мужчину заявление в полицию. Одно уголовное дело уже заведено по данным издания. Значит, все это дело строится на, прежде всего, первая часть, да, об избиении строится на показаниях одного из жителей Уфы, Василия Казакова. Он с февраля 18 по февраль 19 проработал в фирме строительных услуг в должности директора по строительству. За это время у его работодателя накопился солидный долг по зарплате, более 600 тысяч рублей, по данным потерпевшего. Но, однако же, тут надо упомянуть, что по договору-то у него зарплата была 11 тысяч рублей в месяц, которая вовремя выплачивалась, а 50 сверху за успехи, там, премия, видимо, в конверте, да, эти деньги, по данным потерпевшего, ему не уплачены. По его словам, когда он пришел за зарплатой предъявить свои требования, директор фирмы, мягко говоря, жестко с ним обошелся и нанес телесные повреждения, о которых более подробно здесь на сайте медиакурсети расписано. Значит, детей-то он каких покисил? Подожди, я все этой части жду. Это другая часть. Это история с его бывшей женой, которая также обвиняет своего бывшего супруга в странном поведении. Это по меньшей мере, да, она обвиняет его в жестокости и в том, что он с пистолетом угрожал ей, значит, в убийстве, по сути дела, да, и отнял детей, и теперь они находятся своих же, да. Угу. Вот. Решения суда здесь, по-моему, по этой части истории нет. Вот. Но издание пишет, что именно по угрозе убийства уголовное дело заведено. Здесь приводится скриншот постановления. Угу.
Значит, Ну, естественно, комментариев самого этого человека нет. есть, его комментарии есть, кстати, он считает, Ух ты. что его оговаривают, ничего подобного не было. Сам, если взять первую часть истории по поводу потерпевшего сотрудника, что он пришел к нему пьяным, вел себя неадекватно и, в общем-то, наоборот, он его избил. Мгм. Вот. Что касается жены, также он считает, что он правомерно поступил с точки зрения того, что детей с собой забрал, потому что дети, ну, в общем, сейчас как бы тут... Но он не лишен родительских Нет, прав. он не решен, как бы Ну, он имеет право окей. этих детей с собой, значит, забирать, но и, наверное, доступ к жене должен остаться в этом Что-то, ну, смысле. такая себе история, если честно, знаешь. Значит, тут что еще, наверное, важно отметить, он, вот этот вот человек, которого тут все обвиняют, встречное обвинение выносит. Он, например, говорит, что жена у него воровала деньги. Сумму пока сказать не могу, но он написал на нее встречное заявление, и, соответственно, он говорит, что в ближайшее время против нее тоже будет заведено уголовное дело. Значит, ну и добавлю от себя, чтобы было понятно, что история касается одного из поселков под Уфой, так, Асаргино, да, по-моему? Мгм. Вот, там, рядом с этим поселком, новый жилой квартал, финский поселок, насколько я понимаю, застраивается еще до сих пор. Мгм. Вот, и руководитель фирмы, который этим занимается, как раз в этом и обвиняется. Более подробно медиакурсеть. Это какая-то очень сомнительная история, если честно. Даже вот из того, что я услышала. Ну, тут, Какие-то семейные разборки тут вопросов пока больше, чем вынесены. ответов, на самом деле. Тут и комментариев нормальных со стороны полиции тоже пока нет, поэтому надо, конечно, смотреть более внимательно. Очень странно, на самом деле. Медиакурсеть пишет о том, что Ради Хабиров увеличил свой доход почти в 2 раза. Видишь как? Но новая работа, новый доход. Везет Радию Хабирову, у него зарплата стала больше. Временно исполняющий обязанности глава Башкирии, возглавивший республику в октябре прошлого года, отчитался о доходах и имуществе. Как следует из декларации, в 2018 году он заработал около 4 миллионов рублей. Что-то не густо как-то. Это почти в 2 раза больше по сравнению с 2017 годом, когда он занимал должность главы Красногорска. Тогда его доход составлял 2,3 миллиона. Супруга чиновника Карине Хабирова внесла в семейный бюджет 242 500 рублей. Вот так вот. Руководителю республики принадлежат: двоеточие. Жилой дом площадью 82,5 квадратных метра, участок на 913 квадратных метров и гараж. В пользовании находится госдача площадью 557,5 квадратных метров и квартира на 30... Слушай, как моя прям. Ого, 30 квадратных метров. На жену оформлены 2 квартиры площадью 140 и 52 квадратных метра и автомобиль марки Porsche Cayenne. Предшественник Радия Хабирова, напоминает медиакурсеть, бывший глава Башкирии Рустем Хамитов в 2017 году заработал около 7 миллионов рублей. Уже лучше, чем у Владимира Путина, у которого, я напомню, Волга ГАЗ-21. Тот вообще И бедняжка. прицеп, по-моему. Причем это не меняется уже как много-много живет, лет. не знаю я. Ну и тут вот есть серьезная тема. Sopkor02.ru публикует расследование. В морге на Цветочной улице в Уфе разделывали людей на продажу. Вот так вот, да. Ну, основная часть Господи, статьи что посвящена это? тому, что в этом заведении оказывают услуги несанкционированные. По продаже органов, что ли? Продажа органов — это отдельно. Они тут напоминают предысторию, которую уже раньше писали. Тут новое что? Новое то, что после вот этих вот процедур судебно-медицинских есть, оказывается, у людей желание привести своих родственников в порядок. Оказывается, есть услуги по чуть ли не макияжу. Да, да, это же давно. Вот. И, кстати, я читала интервью где-то с девушкой, которая этим занимается. Ну, по-моему, не уфимка, но это очень странно и круто одновременно. Ой, так вот, услуги-то по исследованию, они бесплатны со стороны государства, а вот эти вот дополнительные услуги, Естественно. они платные. И вот оказывается, плату за эти услуги взимает до сих пор некая частная фирма, которая организована сотрудниками же этого, значит, заведения, и они, получается, деньги мимо кассы государства забирают себе. Значит, на эту тему ведется проверка со стороны органов МВД, пишет Sopkor02, и приводятся суммы. Тут чуть ли не 1 миллион рублей в неделю прибыль этой фирмы, оказывается, формируется, потому что, ну, в общем, поток довольно-таки большой. Эх, не туда я свернула-то, а. С точки зрения трудоустройства. Не да? туда я пошла учиться. Пишут, что очень закрытое заведение. Никто посторонний туда прийти, попасть не может. Пропускной режим, все дела. То есть проверить практически невозможно. Даже сотрудник полиции туда просто прийти и сказать: а давайте-ка я посмотрю, что у вас происходит, не может. Тут нужна везде санкция суда и так далее. То есть настолько все закрыто, и при этом, ну, полная бесконтрольность. Отсюда, Так а наверное, разделывают их зачем? разделывают для того, чтобы установить причину смерти, да? Ну, То есть ну, практически... так это как бы, ну, естественно. Вот. А процесс. потом, когда обратно зашивают и приводят в нормальный божеский вид, они это могут сделать бесплатно, ну,
некачественно, так скажем, да. Для Так. того, чтобы это было качественно, они берут дополнительные деньги. Припудривают носики, делают прически, Слушай, ну нет, бальзамируют. на самом деле, что-то разделывают тела, это кажется, что там ногу, извините, отрезали, выкинули куда-нибудь там в Шакше, а руку выкинули где-нибудь в Затоне. Ну вот в таком плане разделывают. Ты имеешь в виду на органы? Это Я уже- имею в виду, что заголовок не такой, ну, Да, не- да, не- да. немного не соответствует тому, что написано в тексте-то. Это вторая часть текста. Здесь уже напоминается история, что были случаи, когда пропадали часть органов, в том числе детей, которые уходили на продажу. Здесь издание просто напоминает эту часть истории. Новым является вот то, что я рассказал. Услуги по... вот даже слов не подберу, да, косметическому Ну, это макияж, уходу. на самом деле, Макияж. это посмертный макияж. Но на самом деле это очень классный бизнес, ну, в плане того, что это очень Прибыльный. популярно сейчас, очень прибыльно. У нас есть еще пару минуточек. Хочу обратить внимание на потрясающий материал на ufa1.ru. Наркотики в луковицах и трусах, как в колонии Башкирии подбрасывают то, что нельзя передавать. Оказывается, у нас в ГУФСИН башкирском, которого здесь вот на Достоевского находится, есть музей. И там есть коллекция экспонатов того, что пытались передать в колонии республики. В общем, очень изобретательные ребята живут, видимо, у нас на территории республики, и очень изобретательные ребята находятся в колониях и тюрьмах. Просто класс. Там есть фотографии, я прям всех призываю пойти посмотреть. Чаще всего пытаются передать на зону сотовые телефоны и наркотики. Мобильники пихают куда угодно. В банку от пены для бритья, в пачки печенья и даже встраивают в детские машинки. Там фотография, кстати, есть. Например, из жилета вывернули все содержимое, проделали дырку и ювелирно заделали ее, только запрещенку все равно нашли. С пачкой печенья то же самое. В центре проделали отверстие и поместили телефон. Причем пачка печенья выглядит на самом деле как вот обычная, вот только что с полки сняли прям с этим, с ценником. Телефон пытались замаскировать под детскую машинку. Наркотики прячут в продуктах питания, закачивают в пирожки и конфеты, а еще пропитывают эфирами платки, носки и трусы. Вау. Пропитатель, это же насколько мысль-то инженерная должна работать у людей. Потрясающе. Да, надо сходить в этот музей. Он доступен, Телефон, нет? не знаю, надо позвонить, наверное, в ГУФСИН спросить. Телефоны пытаются закатать в консервы, в тушенку, рыбу. Наркотики пытались пронести в репчатом луке. Его разрезали пополам, вложили запрещенные предметы. Упаковали плотно, чтобы половинки не смогли раскрыться. Но это не помогло, все изъяли и нашли. Тут есть еще экспонаты, которые сами заключенные делают. Вот, например, совершенно прекрасная вещь. Заточку спрятали в гордине для штор. Такая деревянная гордина, там же из дерева много чего делают. Вот, и получается, вот эта декоративная часть, она, знаешь, как вот как шпагу достают из Я вот, понял, у Воланда представил. такая хоба, а Ножна. тут из гордины, короче, заточку достали. Очень круто, прям. Где еще раз материал? Уфа-1, Уфа-1. да, я прям призываю посмотреть, очень интересно, даже вот фотографии очень интересные, ну, очень, конечно, такой музей я бы сходил с удовольствием. Ну что, друзья, время обзора прессы у нас подошло к концу. Сейчас предлагаем вам послушать фрагмент программы «Персонально ваш». С обозревателем портала «Идель Реалии» Ильнаром Гарифуллиным говорили об аресте Айрата Дильмухаметова и реакции общественности на это событие. Ильнар, очень хочется еще поговорить по поводу Айрата Дильмухаметова с вами. До 6, если я не ошибаюсь, мая он будет находиться под арестом. Вот эту историю как вы видите в связи Ну, с я арестом? думаю, я, конечно, меньше всего это связываю напрямую с выборами. С выборами, если это и связано, то не из-за того, что его могли там зарегистрировать, потому что это всем понятно, что он бы до выборной гонки не дошел по многим причинам. Ну, во-первых, у него уже несколько судимостей по политическим статьям, и таких людей всегда легко за что-нибудь зацепить и просто удерживать. И плюс, естественно, возможно, это был тоже профилактика на тот случай, если он окажет свое некоторое влияние на умонастроение башкирского электората во время предстоящих выборов. То есть не обязательно связано с его выдвижением кандидатуры, а, допустим, он мог кого-то поддержать или пойти по пути Алексея Навального и сказать, там, голосуйте против кого угодно, но только не за действующего президента. Или просто воспользоваться мобилизацией населения в период выборов и толкать свои политические какие-то лозунги, какие-то свои политические идеи. Я думаю, поэтому в первую очередь с этим связан его арест. Это, конечно, плохо, потому что я считаю, что за какими бы ни были политические взгляды, даже если они нам нравятся, не нравятся, согласны, не согласны, человека нельзя сажать. Если ты не согласен, то лучше дискутировать. Если корень не согласен, то лучше уничтожать человека информационным образом, уничтожать его идеи, если ты считаешь, что они неправильные или даже преступные, даже если по твоему мнению. То есть в любом случае за идеи людей сажать нельзя. Я считаю, что сажать людей можно только за прямые насильственные действия, а за идеи, за лозунги ни в коем случае. Но это очень плохо, но с другой стороны, я один момент симптоматичный могу отметить, что его пока арестовали, то среди башкир практически не было никакой реакции. Я не считаю за реакцию
какие-то комментарии в соцсетях, ни одна организация или башкирские общественники публично не заявили о том, что они считают, что это неправильно, что его надо освободить и так далее и тому подобное. Но за него партия «Яблоко» вписалась, плюс за него вписалась действующая за рубежом платформа «Идель Урал». Это политические мигранты из Татарстана, из Мордовии, которые действуют на территории Западной Европы. Они тоже его поддержали, они отправили заявление, плюс одиночные пикеты, насколько я знаю, перед посольством России проводят. То есть это тоже интересный момент. Тем более тоже в партии «Яблоко», насколько я знаю, в башкирском отделении там в основном татары и русские. То есть там тоже башкир нету. То есть это тоже интересный момент. Башкирский лидер, скажем так, идеолог башкирского национального движения, но башкирской общественной организации никто за него не вписывается. А представители других народов, отмечая, что они, возможно, не согласны с некоторыми его идеями, но все-таки выступают за его освобождение. Возможно, это какой-то знак судьбы, потому что, насколько я знаю, его деятельность предыдущая, тоже политическая, там, как правило, всегда его ближайшими соратниками, они тоже были не башкиры. На моей памяти, в конце нулевых, в 2009-2010 году, когда вот у него дело, первое, по которому он угодил в тюрьму, только начинало разворачиваться, тоже его, по-моему, то ли под домашний арест, то ли в СИЗО отправили, там тоже проводились пикеты здесь, в Уфе, правозащитники проводили, и на этих пикетах никто не хотел держать плакат из башкирских активистов с лозунгом «Освободить Айрата Дильмухаметова» и так далее. Они приходили на эти пикеты, я помню, я сам еще в это время был студентом, стояли в сторонке, смотрели, но подходил его отец Ахнаф Мударисович, уговаривал их: пожалуйста, постойте, пускай пресса зафиксирует и так далее, но никто из них не вставал. В те времена, конечно, во многом это было связано с тем, что они, наверное, не хотели портить отношения с местной администрацией Муртазы Рахимова. Самая главная причина здесь вижу только то, что Айрат Дильмухаметов, он всегда не вписывался в общее башкирское национальное движение, то есть он всегда стоял в стороне, всегда у него было особое мнение, он всегда относился критично там и к Всемирному Курултаю башкир, и к некоторым другим общественникам и так далее. Как говорят, в таких случаях нет пророка в своем отечестве. Но среди его соратников всегда оказывались люди иных национальностей. Вспомнил этот случай. Это был пикет, проводился, насколько я помню, правозащитниками в начале 2010 года перед зданием прокуратуры, сзади кинотеатра Родин. И все закончилось тем, что, зная его хорошо отца, с которым я очень хорошо общался, и его соратника, тоже, кстати, не башкира, по национальности татарин, они просто подошли ко мне и уговорили меня взять в руки этот плакат, зафиксировали, отправили в прессу и так далее. Таким образом, я тоже в то время внес свою маленькую влепту в его, скажем так, раскрутку как политического лидера на тот момент. Мне тоже это было показательно. И сейчас вот такая же история происходит, к сожалению. Мне кажется, это трагедия как политика, как политического деятеля, что он страдает, он идет в тюрьмы, он провозглашает ценностью вот именно права башкирского народного самоопределения, но сами башкирские организации, националисты, скажем так, в хорошем смысле слова башкирские националисты, никто за него не впрягается. Мне кажется, это трагедия на самом деле. Это очень трагический момент, и я поэтому могу только посочувствовать и Айрату Дильмухаметову, потому что, мне кажется, это, наверное, психологически на человека очень негативно должно влиять в такой момент. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера у нас в гостях был обозреватель портала «Идель Реалии», член Всемирного, как там правильно, Курултая татарской молодежи, Конгресс татарской молодежи Ильнар Гарифуллин. Этот эфир можете еще раз посмотреть, послушать у нас на сайте hmskaufa.ru, раздел программы, в Ютубе, в Фейсбуке, все как обычно. Ну, могу сразу, немножко проанонсировать. По следам этого эфира не наверняка, уже точно разгорелась дискуссия, и мы эту дискуссию, конечно, выведем в публичное пространство. Есть мнения альтернативные тому, что высказывает Ильнар Гарифуллин, поэтому, конечно, мы предоставим возможность желающим это мнение озвучить. Более того, возможно, и дискуссия с участием той и другой стороны. Но об этом позже, по факту договоренности и назначению времени. А сейчас хотелось бы вот какую тему затронуть. На портале Идель про Уфу вышло интервью народного артиста Фидана Гафарова. Заголовок: «В Единую Россию вступил ради квартиры, которую мне не дали». Значит, вопрос тут у него задают. Почему вы, признайтесь честно, зачем в 70 лет решили стать единороссом? Когда еще в советские времена у кураиста Госфилармонии Буляканова спросили, почему в 70 лет он решил вступить в КПСС, ветеран ответил: «Фатир киряк». То есть квартира нужна. Вот и я честно признаюсь, мне тоже нужна квартира. Я народный артист, проживаю в крохотной двухкомнатной квартирке в старом доме 53-го года постройки. Моя жена неходячий инвалид первой группы, уже 33 года передвигается по тесным комнатам только на инвалидной коляске. Все эти годы я за ней ухаживаю. Кстати, она 22 года проработала заведующей гримерным цехом в Башакадемтеатре. Здоровье потеряла во время гастролей. Неужели мы не заслужили нормальных условий для жизни? Я творческий человек, пишу стихи, песни. Мне нужен уединенный уголок, чтобы сосредоточиться. И, кстати, по закону мне полагаются дополнительные метры. Значит, мне намекнули, что правящая партия может с этим помочь. Константин Толкачев принял меня очень радушно, однако ничего конкретного не сказал. Посоветовал написать заявление, но дальше этого дела не пошло. Партбилет я получил и продолжаю проживать в прежних хоромах, в кавычках. Я понимаю, что советские времена закончились, бесплатных квартир сейчас нет, однако
Муртаза Губайдулович в постсоветское время все-таки как-то решал эти вопросы, поддерживал артистов, ученых, творческую интеллигенцию. Вот такая вот история. Фидан Гафаров хотел получить квартиру, ради этого вступил в партию, в чем он честно признался. Партия вроде как обещала, по его словам, но с квартирой не помогла. Грустная история. Грустная, но хочется спросить у наших слушателей, что вы на эту тему думаете. Вот на ваш взгляд, кто в этой ситуации больше не прав? Если вы считаете, что не права Единая Россия, которая обещала и не выполнила свое обещание, ваш номер телефона 262 72 47. Если вы считаете, что не прав Фидан Гафаров, нельзя так поступать, да, ради квартиры, политические пристрастия какие-то менять, возможно, да, идти ради выгоды в ряды партии 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Если вы считаете, что не права Единая Россия, которая в некотором роде обманным путем завлекла в свои ряды народного артиста, уважаемого человека Фидана Гафарова и не выполнила обещание 262 72 47. Нет, Единая Россия здесь ни при чем, нормальная политическая жизнь, а тут не прав Фидан Гафаров. Не нужно таким способом выбивать себе жилую площадь, я не знаю, иди на прием к руководителю региона, мэру города, пиши письма, денег накопи, не знаю, другими способами, честными, да, нужно поступать. 262 72 48. У нас что-то как-то прям сильно однозначно. С другой стороны, понятно. Что думаешь? Ой, вот я прямо не знаю, вот дожить до этих лет, да, я не знаю, вот эти все звания и регалии получить, оказаться в трудной ситуации, и вот потом, наверное, рассуждать нужно в этой ситуации. Поэтому, а вот партия — это все-таки структура мощная, сильная. Она прям обещала. Она прям сказала, каждому, кто вступает, мы даем квартиру. Мне кажется, если бы так говорили, знаешь, у нас вся Россия бы, несмотря на политические пристрастия, была бы членами Единой России. Вся. Да, и наверное. Мы с тобой, кстати, тоже, даже несмотря на то, что нам нельзя. Всем, конечно, не обещали. Результаты у нас довольно очевидные, друзья. Давайте уже тогда подводить итоги и скажем, что у нас получилось. 9% считают, что Единая Россия не права, 91% считают, что не прав сам человек. Мы уходим на новости, после них вернемся и продолжим наш эфир. В 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Ракета-носитель «Антарес» успешно стартовала в Вирджинии с кораблем «Сигнус». Он должен доставить на МКС около 3,5 тонн груза. И носитель и грузовой корабль принадлежат компании Носроп Гранман. Стыковка корабля с МКС запланирована на завтра. Она будет осуществляться путем захвата грузовика дистанционной рукой манипулятора. В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся попасть в собор Святого Патрика с 2 канистрами бензина. По данным NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. Сейчас полиция допрашивает подозреваемого. Задержанный утверждает, что нес канистры с топливом, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины слова не подтвердились. Собор Святого Патрика – католический храм в нью-йоркском районе Манхэттен, построенный в 1878 году. Женщина, из-за угроз которой закрыли большинство школ Денвера, найдена мертвой. Как говорится в сообщении ФБР в Твиттере, 18-летняя Сол Паис угрожала школам в одном из районов города. В полиции предупредили, что злоумышленница была вооружена и представляла опасность. Из-за нее школьников боялись отпускать в учебные заведения. Ранее в социальных сетях эта женщина рассказывала о покупке огнестрельного оружия и обещала отметить 20-летие трагедии в школе Колумбайн. Власти отнеслись к этому серьезно, рассказала «Эхо» местный житель Наталья Маккейн. Мы получили все сообщения и звонки о том, что все школьные занятия отменены, сотрудники школ не должны являться на работу. Все школьники должны быть дома. Дана инструкция о том, как об этом с детьми нужно поговорить, о том, что это такая ситуация неприятная, но тем не менее их нельзя сильно этим пугать, чтобы не было какой-то психической травмы. Но, например, для понимания, только в нашем округе 31 тысяча учащихся. Закрыто 15-16 округов. То есть можно себе представить, что это более 500 000 учащихся только, не считая учителей и прочих сотрудников школ.
Задержать злоумышленницу полиции не удавалось. Ее объявили в розыск, а потом нашли мертвой. Ведется расследование. Член Московской ОНК Павел Пятницкий просит Общественную палату прекратить его полномочия наблюдателя. Об этом ТАСС сообщил председатель столичной ОНК Вадим Горшенин. Как передает ТАСС в своем заявлении, Пятницкий пишет, что после скандала со стрельбой в общественном месте он не имеет морального права быть членом ОНК Москвы. Пятницкий был задержан полицией 13 апреля. В Москве сейчас +2, днем до 10 градусов тепла, местами небольшой дождь. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. В пятницу, 19 апреля, в гостях у «Эхо Москвы» директор уфимского филиала «Премьер БГС» Вадим Балтыров. Поговорим про готовые инвестиционные решения и их преимущества для начинающих и опытных инвесторов. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников 2 900 900. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Общий долг жителей Башкирии за газ составляет 2,2 миллиарда рублей. Такую цифру назвал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вчера на встрече в Москве с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым. Как сообщает пресс-служба главы республики, Миллер напомнил о необходимости урегулирования просроченной задолженности. Кроме того, речь шла о газификации республики, уровень которой к началу 2019 года достиг 93%. А филиалы компании готовят проекты 4 газопроводов для газификации 23 сельских населенных пунктов в Бурзянском, Мишкинском и Учелинском районах и микрорайона Радужный в Стерлитамаке. Напомню, в середине января депутат Курултая Дмитрий Чувилин обратился в прокуратуру с иском о списании долгов жителей республики за газ. Тогда прокурор Андрей Назаров ответил, что действующим законодательством в сфере ЖКХ не предусмотрено списание долгов. Замглавы Уфимской мэрии Андрей Федосов уходит в отставку. Об этом сообщает РБК. Федосов с 1 августа 2018 года руководит управлением транспорта. Он отвечает в том числе за развитие транспортной инфраструктуры и модернизацию подвижного состава электротранспорта. Издание отмечает, что причиной увольнения могло стать недовольство временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова работой транспортного управления в Уфе. Ранее на совещании в правительстве он отмечал, что жители города продолжают жаловаться на общественный транспорт. В пресс-службе мэрии информацию об увольнении Федосова не подтвердили. Вместе с тем, источники «Эхо» в администрации города заявляют, что чиновник действительно покидает свой пост. В деле о пытках в полиции Нефтекамска переходит к допросу свидетелей защиты. На заседании, прошедшем 16 апреля, формально был завершен допрос свидетелей обвинения. Об этом сообщил глава регионального отделения Комитета против пыток Евгений Литвинов в Facebook. Теперь в суде будут допрашивать свидетелей стороны защиты. Их около 30 человек. Напомню, в ноябре 2016 года жители Нефтекамска Венера Мардамшина задержали полицейские, которые впоследствии пытали его в отделении. После этого потерпевший попал в больницу с множественными травмами. Разбирательство дела длилось более полугода. В июне судья Нефтекамского городского суда признал полицейских Эльвира Сагитова и Радима Хайруллина невиновными, а в сентябре Верховный суд республики отменил решение Нефтекамского суда. Новое рассмотрение по делу началось 5 февраля текущего года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Уфе ясно, около нуля. Днем до +7 без осадков. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова у микрофона, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Я номер для смс еще раз напомню. +7 927 304 1051. Писать можно еще и в Телеграм, ну и, конечно же, смотреть нас в Ютубах и в Фейсбуках. Тем более, что мы сегодня в студии не одни. Традиционно у нас сегодня заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан в гостях Мунир Гафиатуллин. Здравствуйте, Мунир Минхайдарович. Поближе немножко к себе микрофон. Хайырлы көн, хөрмәтле иптәшләр, дуслар. Вот так вот. Правильно, что ж. Ну, в тренде, да, все отлично. Тем более, что буквально новое заявление, да, прозвучало, что без теперь берега яхшарак болдарабыз, да? Вот как вам такой подход к постановке вопроса? Вы знаете, я уже приезжаю в Башкирию не единожды, уже это мой сюда приезд в качестве заместителя председателя Общественной палаты 3-й раз. И действительно с каждым, значит, периодом, каждым годом, значит, я смотрю, как хорошо и сильно развивается Башкортостан. Значит, улицы какие становятся. Конечно, в этом направлении наша столица Казань, она чуть-чуть вперед ушла, но все-таки здесь тоже очень много всего хорошего я вижу. Это с какого периода мы пошли вперед, начали развиваться? Мы начали развиваться. Уфу, я имею в виду. Уфу, но вы знаете, все познается сравнение. Когда первое время приехал, очень много было заброшенных зданий. А сейчас смотришь, такие здания уже по счету, и то и над ними работают, краны стоят. И когда вот на город смотришь, особенно с высоких зданий гостиницы, где мы проживаем на верхних этажах, то видно сразу, как развивается город, и почитать просто количество кранов, которые сегодня есть у вас в столице Уфы. Поэтому в данной ситуации первоначальный такой обзор, он позволяет сразу уже определить. Ну, а основной, зачем мы сюда приехали? Ну, основное, конечно, это взаимодействие нашего общественного сектора. В первую очередь общественных палат. Я в Общественной палате Татарстана работаю уже 2-й созыв. До этого работал в рабочих группах. Конечно, эта работа наша такая, она как бы общественно не оплачивается, но с другой стороны, в этом мы находим удовлетворение, так сказать, своих определенных желаний, что ли, оказать обществу определенную посильную помощь. Известно ведь, что любой, значит, общество или нравственный социальный уровень любого общества определяется тем, как в нем относятся к пожилым людям, больным детям и, значит, женщинам. И в данной ситуации, вот чем занимается Общественная палата? Она как раз курирует все эти вопросы. Я возглавляю экономический блок у нас в Общественной палате. И что-то удается? Вот вы же предприниматель с большим опытом, да? Давайте тогда я вам пример приведу. Значит, я, в частности, работаю в Общественном совете при тарифном комитете Республики Татарстан. Вы все прекрасно слышали, был такой период, значит, о том, что наши естественные монополии энергетики решили ввести социальные нормы потребления электричества. Было ведь такое? Да. Слышали об этом? Собрался у нас Общественный совет. Мы очень внимательно изучили этот вопрос и дали четкие рекомендации о том, что категорически нельзя было вводить эту социальную норму. Действительно, ведь уровень жизни любого общества определяется даже потреблением электроэнергии. Чем больше, значит, человек потребляет электроэнергии, значит, у него более комфортная жизнь. Значит, он больше использует электрического, он больше, значит, различную аппаратуру, комбайны и все прочее, ему жизнь легче становится. И поэтому наши руководители или наши владельцы естественных монополий, они стараются нас ввести опять в каменный век. Мои родители, моему отцу 90 с лишним лет, маме тоже такой же возраст. И когда я к ним прихожу в гости, я удивляюсь, они стараются на всем экономить. Если он еще узнает, что у него электроэнергия, ему будет в зависимости, оплату будет идти от того, сколько он потребляет, он вообще перестанет пользоваться электроэнергией. Так уж они устроены, люди войны,
Они прошли фронт, они войну, они тяготы лишения, и они на всем экономят. И поэтому, конечно, это не говорит о том, что вот мы такие крутые, мы приняли решение, и сразу правительство пошло навстречу. Но это было той каплей, которая со всех регионов России пришло конкретно в правительство Российской Федерации. А решения Общественной палаты, они носят ведь рекомендательный характер. Это не законодательный орган. Но все-таки руководство страны, правительство к этим решениям прислушивается. И это поэтому, если в совокупности Общественной палаты, общественное объединение, активные люди, которые, значит, есть у нас в любом регионе, будут этим вопросом заниматься, но заниматься не на площадях, не с плакатами, а конкретно садясь за стол переговоров, конкретно в спокойной обстановке, выносить определенные решения и рекомендации готовить. Более того, выступать на различных площадках, на телевидении, вот как я сегодня к вам пришел, да, то тогда мы все-таки, наверное, добьемся определенных результатов. Но это ведь сейчас вы рассказываете про успехи Общественной палаты Татарстана, да, про свои, а вот у нас, возможно, ситуация другая. Вы как-то взаимодействуете, кстати? Конечно, значит, мы в очень хороших отношениях с вашим председателем, значит, с коллективом Общественной палаты. Вот сегодня я с ним еще раз встречаться буду, мы будем обмениваться опытом определенным. Я расскажу о том, как действительно до этого не приходилось, расскажу, как работает наша Общественная палата. А вообще-то, честно признаюсь, что есть положительные моменты, которые мы можем взять даже в работе Общественной палаты Башкортостана. Это какие, например? В частности, работа, значит, с людьми, которые ограниченными возможностями в этом направлении. Значит, еще тут по дольщикам, вот я хотел посмотреть, как они работают. Все-таки проблема дольщиков обманутых, она существует в любом городе. И наверняка и здесь то же самое. И мы этим вопросом занимаемся, но хотелось бы именно этот вопрос изучить здесь. Как обстоят дела? Ну, вопросов очень много. Если говорить об экономическом блоке, в частности, детские сады. У нас в республике вот недавно проходил круглый стол. Мы разобрались со всеми очередниками, мы разбирались, какова перспектива ожидается. Ведь действительно, значит, если взять у нас в республике, детские сады после 3 лет обеспечены полностью, количество мест хватает. Но другой вопрос. Микрорайоны новые появляются, садика нету, и людям предлагают, например, с одного конца города в другой конец города, чтобы ребенка сдать в детский садик, его определить. Но это же очень неудобно. А сделать так, чтобы в каждом микрорайоне достаточно было детских садиков, наверное, это очень... Ну, это хотя бы места есть. У нас же и мест не хватает, в принципе, даже в другой части города зачастую. У нас хватает. Вот видите. Вот мама одна пришла и говорит, вот детский садик мне дали в Дербышках, а сама я живу в Советском районе. Значит, туда надо добираться 5-6 остановок. Это же проблема для меня, говорит. А сегодня президент республики поставил задачу о том, что не только детские сады, но даже ясли до 3 лет были обеспечены наши семьи. Вот такая обстановка. Ну, остается только позавидовать. Вот, прости, пожалуйста, вы сказали, да, про работу с инвалидами в Башкортостане, с Общественной палатой. А что именно вас так, не знаю... Доступная среда. Уфа доступна? Нет. Я вот куда бы ни пошел, даже специально вчера мы ходили по городу, все-таки вот эти пандусы определенные они существуют, они есть. Сегодня новые объекты, которые вводятся, они все сегодня оборудованы этими пандусами, позволяющими людям с ограниченной возможностью заезжать. Значит. Ну, конечно, я полностью анализ не проводил, мне трудно об этом говорить. Поэтому мне просто хотелось переговорить на эту тему, как этот вопрос, как эту проблему они решают здесь. Неужели в Казани хуже с этим дела обстоят? Нет, не хуже. Но все-таки обмен опытом в этом направлении, он должен быть определенный. Вот я с собой принес соглашение о сотрудничестве по взаимодействию между Общественной палатой Башкортостана и Общественной палатой Республики Татарстан. Мы его сегодня будем подписывать. Один из пунктов этого соглашения гласит, значит, для достижения цели настоящего соглашения стороны обмениваются информацией о своей деятельности, планами работы, проектами, методическими и другими материалами, информируют друг друга о проведении мероприятий, затрагивающих интересы сторон о принятии решений и проектах. Кстати, здесь отдельно можно сказать, ведь мы сегодня проводим экспертизу законодательных актов. И в частности, у меня даже, честно признаюсь, ведь эта работа бесплатная, она денег не приносит совершенно.
И даже дома иногда придешь, уставший с работы, а приходится садиться за эти законодательные акты, зайти в интернет, перечитывать эти законы, иногда 50-60 страниц, и выискать те моменты, которые бы они противоречия самому обществу были, и давать конкретные предложения. Иногда удается, иногда нет, иногда принимается наше предложение. Но когда наше предложение принимается, действительно получаешь такое удовлетворение и думаешь, как это здорово. Вот даже взять 44-й ФЗ-закон о госзакупках. Есть такая электронная газета «Бизнес онлайн». Конечно, не в качестве рекламы, она и представительство здесь у вас есть. Значит, проводил опрос среди населения. Что же такое госзакупки? И один из пунктов, 70% респондентов ответили: нанайская борьба подковерна для своих. Так, да. Ожидаемо. Да, ожидаемо. Мы готовили, значит, был еще старый закон, мы готовили изменения к этому закону. Он изменился, сейчас он 44-й стал. Опять проблемы с этим законом. Ведь сегодня издать закон, когда говорят овцы целые, волки сыты, это очень сложно. И в данной ситуации хотелось бы действительно внести такие законодательные меры в этот закон, изменения, чтобы они действительно сохраняли бюджетные деньги, чтобы наши школы, наши учебные заведения поступали только качественные продукты. Подчастую ведь закон нацелен, в основном там ценовая политика идет. То есть основной ценой является, цена является основным показателем. А качество вторично. И вот мы сегодня подготовили предложение, чтобы на это обратили внимание. Более того, в законе еще, значит, определено, значит, социально ориентированные некоммерческие организации должны участвовать в этих тендерах по госзакупкам. И для них создавать определенные преференции. Преференции написаны, а как они должны осуществляться? В какой форме эти преференции? Их нету. Более того, в законе написано, что определенный процент должны занимать именно вот социально ориентированные некоммерческие организации. Опять-таки, а что за это нарушение? Нету. То есть можно выполнять, можно не выполнять. Прописали, а конкретно как это все исполнять, этого нет. Вот мы готовим до дополнения изменения в этот 44-й закон. Кстати, этот вопрос рассматривался даже в Общественной палате Российской Федерации. Я напомню нашим слушателям, что в гостях нашей студии заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунир Гафиатуллин. Ну и хотелось бы, конечно, затронуть вот тему этих дней, да, благодаря чему вы к нам сегодня приехали. Да, Дни культуры Татарстана. Сегодня с утра был открыт памятник Габдулле Тукаю. Вы там были, да, я так понимаю? Да, конечно. Как вам памятник, как мероприятие? Вообще здорово, конечно. Ну, один из ведущих наших поэтов, если честно признаться, это не только татарский поэт, это и башкирский поэт. Ведь на самом деле, вот вчера ваш исполняющий обязанности президент, он сказал о том, что более 1 миллиона татар живет в Башкортостане. Более 1 миллиона. Это все-таки серьезное количество населения, если считать, что у вас население 3,5 миллиона. 400. 400. Значит, вот видите, это определенно хороший же процент получается. Поэтому и то, что татарские школы здесь появляются, это тоже они были, но сейчас... Но есть мнение, что их очень недостаточно, кстати. Прям вот чуть ли там не 2-3 школы на всю республику. Как вам вот это? Может быть, все-таки стоит на это больше внимания уделить? Ну, сам я, конечно, татарин, да, но, честно признаюсь, для меня, значит, наверное, у человека должен быть выбор. И язык в основном, он должен изучаться в семье, дома. Вот у меня 5 внуков. Я с ними только на татарском языке разговариваю. Они мне на русском отвечают, потому что у них в школе все русский, английский, значит, в садике то же самое. И для них свой родной язык, они его понимают, но не разговаривают. И это очень сложно. Правда, младший, который сейчас вот 1 класс прошел, он уже сейчас, я его приучил, в смысле, мы не откликаемся, когда он... здоровается с нам по-другому, пока он не скажет «Исянмасыз давати, исянмасыз давани». Пока он это не скажет, мы не отвлекаемся. И вот после этого у него, конечно, реакция на это, он так смотрит, и все-таки работает это. И все-таки от родителей, от семьи очень много зависит. В добровольно-принудительном порядке заставляете. Да. Вчера Эльнар Гарифуллин был у меня в эфире, он как раз про Дни культуры Татарстана размышлял, ваш земляк тоже из Татарстана, и вот он считает, что если это все пройдет вот исключительно на уровне приехали татарские коллективы, спели, станцевали, поговорили и разъехались, то выхлопа никакого. А если реально начнут решаться проблемы татар, живущих на территории республики нашей, то тогда вот эти дни прошли не зря. Вы как считаете, во-первых, по поводу проблем
в том числе, да, про, вот Руслан сказал, татарские школы, про статус языка, и вот смысл всех этих дней действительно в чем, на ваш взгляд? Вы знаете, я не делю вообще наше общество на татар, на другие национальности. Мне кажется, проблемы, они общие любой национальности. И решать их надо независимо от национальности. Если говорить, конечно, о татарских школах, я считаю, что если есть здесь диаспора грузинская, то должна быть грузинская школа. Если есть диаспора еврейская, то должна быть еврейская. Все зависит от самой диаспоры. Вот у нас в республике есть Дом дружбы, где представлены все диаспоры. Землячество представлено. И они очень, так сказать, свое слово веско говорят при решении определенных проблем и при распределении бюджетных денег. Каждый старается, так сказать, для своей, значит, национальной идентичности определенные не преференции, а какие-то определенные вопросы решать. Все зависит в этой жизни от нас с вами. Говорят ведь, значит, под лежачий камень вода не течет, так и здесь, если мы будем занимать активную жизненную позицию, если мы будем действительно решать те вопросы, которые перед нами стоят. Более того, ведь вот привели пример. Памятник Тукай профинансировал ваш предприниматель, да? Ну это же очень хорошо, вы задумайтесь над этим. То же самое, ведь можно сегодня даже частную школу открыть, татарского языка, да? Частную школу, не обязательно, все раз ударились английский, итальянский, французский. Почему национальной идентичности не открыть частные школы? Ведь даже сегодня появились частные детские сады. Да, есть люди, которые себе могут это позволить, почему нет? Значит, более того, вот мы вопрос ставим о том, чтобы из бюджета при создании детского садика частного, из бюджета определенные деньги доплачивались, и люди бы платили как в государственных учреждениях. Экономия, знаете, какая? Очень мощнейшая получается. В итоге государство не вкладывает ни в строительство, ни, значит, формирование этого детского садика. Вы это предлагаете на уровне Татарстана или на федеральный можно вынести уровень? Можно и на федеральный уровень, но сначала опробовать надо на уровне Татарстана, посмотреть это. Конечно, руководство нашей республики вначале к этому очень относилось так с осторожностью. Сейчас уже времена изменились. И этот вопрос можно решать. Действительно, с экономической точки зрения это очень выгодно. Я кандидат экономических наук, доцент. И мне всегда экономические показатели во главе угла. Я всегда просчитываю, а что будет, если столько-то денег потратить, куда они уйдут, а не так, чтобы потратить, а потом разбирались. Даже тот детский садик, вот представьте, построили 5-6 детских садов в микрорайоне. Через некоторое время дети выросли и ушли. Садик опустел. Из другого микрорайона надо сюда привозить. А частный, он моментально перепрофилируется. Он чувствует рынок. У него не получилось сегодня привлечь в детский сад, он завтра откроет другую частную школу. Или что-то другое. Или, значит, обучение какое-то детей организует. Согласитесь? Государство никогда не было эффективным менеджером. Это всегда во всех экономиках. И поэтому здесь вот именно, значит, активные люди, активные жизненные позиции должны сказать свое веское слово. То есть татары Башкортостана, если хотят учиться в татарской школе, должны создать эту татарскую школу частную сами? А почему нет? Почему нет? Okay. Конечно, обязательно здесь должно присутствовать доля государства. В каком плане? Какая должна быть школа? Какие требования должны быть? Очень жесткие условия. Значит, если там должны быть бассейны, там должна быть соответствующая инфраструктура, уровень образования. Значит, еще бы, конечно, хотелось, чтобы уровень, престиж учителей поднять. Вот как-то я в интернете посмотрю, там, конечно, это как реклама, не будем называть этого юмориста, но он говорит, как бы я хотел, говорит, если стану президентом, чтобы простой учитель жил как президент, а президент жил как учитель. Кстати, по поводу президента, вот давно хотел спросить у представителя, да, ну, скажем так, элиты Татарстана, почему важно для Татарстана сохранить позицию президента? Да. И сохранили ведь таки. Единственный регион в России, который имеет президента своего. Ну, лично мое мнение, кстати, я тоже был президентом когда-то. Когда, значит, акционерное предприятие прошло, у меня было звание президент акционерного общества. Так. Потом, значит, пришел приказ о том, что у нас президент в республике один должен быть. И поэтому то же самое и старается Москва делать. Мою должность переименовали генеральным директором, сделали, значит, а был президент акционерного общества. Поэтому в данной ситуации, неважно, как называют, да, как говорят, в этой ситуации
как ты называешься, не важно, важно, чтобы ты работал. И в этой ситуации, я думаю, что для Рустама Нургалевича, он у нас очень активный человек в этом плане. Не столь важно, как его будут называть, даже если его самого спросить. Но с другой стороны, все-таки престижно звучит. Да, звучит. Президент, все-таки президент, это звучит. Хотя Москва настаивает на то, чтобы президент должен быть один, так же, как с нашими руководителями. Как думаете, долго еще будете оборону держать, республика? До победы. Пока не останется один президент Татарстана. Да. Вот, кстати, возвращаясь к теме памятника Габдулле Тукаю, да, вот тот же Гарифуллин говорил и озвучивал мнение других общественников, что место не самое удачное, что надо было бы где-то вот в центре, ближе к Дому Республики, там в парках, где вот это вот все, вот центр, скажем, да, цивилизации. Тут можно ответить так: сколько людей, столько и мнений. А вам как это место нравится? Мне понравилось. Первое впечатление мне понравилось. И подъезды хорошие, и место такое высокое, значит, и памятник сам. Он очень сильно не давит на все окружающее, значит, здания, сооружения, значит, ведь бывает иногда памятник такой построить, все здания, сооружения вокруг сразу падают, и их не видно, становится сразу глаз притягивает. Но в данной ситуации мне кажется, что все хорошо. Это лично мое мнение, а у остальных, я же еще раз повторяюсь, сколько людей, столько мнений. На ваш взгляд, когда Башкортостан догонит Татарстан и перегонит, возможно? В экономическом потенциале. В экономическом потенциале. Ну, что тут сказать? Все зависит от руководителей. Вот у вас сейчас энергичный руководитель пришел, да? Слушай его, значит, смотря как он... Посмотрите первые шаги сразу. Ведь сразу становится ясно, что человек действительно уже с огромным желанием приходит сюда. И хотелось бы, чтобы все, что он задумал, осуществилось. Пожелать ему успеха в работе. Действительно, ведь потенциал в Башкирии очень большой сегодня. Очень большой. А люди разные или одинаковые? Я что хочу сказать? От людей зависит? Ведь руководитель... Ну, конечно, зависит. Ну, как же не зависит? Ну, как не зависит от людей? Все зависит в этой жизни от нас. Так же, как вы дома, значит, папа, да, вы хозяин своего семейства. В данной ситуации от вас ведь тоже очень много зависит. Так вот, для президента республики, как у вас, так и у нас, значит, он все-таки определяет всю философию работы. Энергетика руководителя, она передается на окружающих. Это неизбежно. Ну что ж, благодарим нашего гостя, заместителя председателя Общественной палаты Республики Татарстан Мунира Гафиатуллина. Всем желаем хорошего дня и до свидания. Пока. Спасибо.